На репетицию урока. Так. Ты же вроде заснял. Или снова? Еще будет 3 урока. Понятно, ладно, пока, папа. Пока. Сегодня 5 мая 2021 года. Время без 10:06. Заниматься съемками особо некогда, вот по пути снимаю. Между делом, как говорится. О, вокруг солнца эффект гало. Вчера смотрел прогноз погоды для Анадыря по 17 мая. Все время, в общем-то, мороз. До 17 мая точно будут морозы. И ночью, и днем. По прогнозу. Как будет по факту, посмотрим. Такие дни теплые были. Я уж думал, так и останутся они. Но нет. Снова морозы, снова пасмурно. По прогнозу, ближайший солнечный день это как раз или 16 или 17 мая. Все остальные дни пасмурно. Датчик температуры у машины показал сейчас -1. Добрый вечер. Здравствуйте. За Ларисой? Да. Это же знакомый. А, этот. Как же его зовут-то, господи. Сейчас с тобой здоровался-то. Да, сейчас я тоже вспоминаю, как его зовут. Гайфулин, нет. Да. То ли Гайфулин, то ли Ренат, по-моему. Сейчас. Артист ансамбля «Эрдерон». Да. Бывший. Рустам. Рустам. Да. Рустам Гайфулин. Гайфулин. У него отец интересный человек. Вот он приезжает, значит, это в Чуковский район с велосипедом. Вот, и начинает путешествовать в Лорино. Вот, потом, значит, с велосипедом летит в Уэлен. Там посетил велосипедом, в общем, везде с велосипедом. Молодец. Ага. Хороший парень. Да, я знаю его. Веселый, добродушный. Он же бывший муж этой Тимонина Юльки с Юлей, который сейчас балетмейстером работает. А так он хороший, мне он нравится тоже, такой добряк.
6 утра. А мы с Ларисой? Ой, я забыл. Я и смотрю, куда ты едешь. Сейчас. В 6 утра начали рыбачить. О, гуси. Видишь? Да, 3 гуся справа в небе. Вот. Так активно клев пошел, минут 20. И все. Потом поменялся ветерок. А было тепло 5 утра. Холодно стало. Ну я 40 штук выдернул вот, до 11 и все. Потом так вяло. Еле-еле прям клюнет. Да еще цепляется. Срывается много. А место не меняли, не ходили? Ну, лунки меняли. Ну, толку мало. Ну, если целый день там, ну, обычно где-то к 11 начинает идти хорошо. С 11 до, например, пол-первого клев хороший. Потом утихает, потом после 2. Свой график тоже. Над солнцем, видите, гало. Ага. Так народ сегодня рыбачил тоже. Мы приехали, потянули снегоходы, мотособаки, триколы, вездеходы, машины. Я сегодня 3 раза ночью вставал горло полоскать. Ну, что, как сейчас? Ну, сейчас терпимо, но час назад еще пополоскал. Ну, ты говоришь, даже чувствуется, что голос у тебя. Приду, еще буду. Знаешь, я испытанный способ. Беру салфетку на палец и содой, и просто содой. Там, правда, противно, рвотный этот позыв начинается, но проходит. Нет таких животных сегодня? Нет. Мерзких животных. А вообще я спасаюсь спреем. Ну вот сода это очень здорово действует. Звонит? Петти. Здравствуй, Лариса. Ренат, даже тебя ждал, чтобы сон рассказать сегодня. Да. Какой совершенно дурацкий. Как будто, значит, я организовал покушение на Фиделя Кастро. Ого. Вот, и все, значит, получилось, мы его ликвидировали. Тут, значит, начинается следствие, мир шумит, скандал политический, все на свете, значит. И самое интересное, что мы, значит, вдвоем, 2 террориста, оказались ценными свидетелями. Якобы мы видели последними, кто убегал, и слышали выстрелы. И нас взяли под охрану, и в это время телефон, будильник зазвонил. Очень интересно. Да, что было дальше интересно. Надо же как. Приснился Фидель Кастро. Да, это удивительно. Ну, я его видел что-то вживую. В Воронеж приезжал, ага. Визит его был в Воронеж вместе с Косыгиным. И он буквально вот кортеж в 3 метрах от меня проезжал. Здоровый такой дядька. Косыгин такой щупленький по сравнению с ним. Ты тогда и не подозревал, что он тебе Не приснится. говори, ага, что тебе. Может быть, вот недавно в съезд партии состоялся. Фидель, все, Кастро все ушли из политики. Может быть, с этим связано впечатление. А что, все Кастро ушли? Все уже, ага. Все Кастро ушли. Там другие теперь. Теперь уже молодые там. И даже брат его Уже он сложил, Рауль сложил полномочия. уже И уже спрашивают, каким путем пойдет Куба. Он спрашивает. Нет, не он. Это уже политики. Везде все изменяется, и значит и там тоже. Ну,
процветает, а ведь практически ну, там тоже не запустили частный капитал. Но идеология вроде как осталась. Да, идеология осталась, а экономические задачи, конечно, изменились. А мы их ругали оппортунисты, ревизионисты, они умные. Это мы сразу, давай под корешок, нафиг все срубим. И начнем по новой, а по новой что долго не получается. Интересно, лето будет теплым или холодным? Бог его знает. Но вот в это время, в том году, я вот ходил в легкой куртке, в кепке. А сейчас до сих пор вот хожу теплые Да. шапки. Но у нас, когда снегу много, очень много грибов. Голубики. Шикша. У нас шикша такая сладкая. Прошлое лето мне очень понравилось. Много было теплых, хороших дней и безветренных. Ну, так. Успел почувствовать лето в прошлом году. Я всегда очень жду чукотское лето. Я из-за этого даже на материк не езжу летом. Если я чукотского лета не видел, значит вообще лето не видел. -1 на улице. Так, нам сначала на южную, да? Сегодня... Ага. Поздравляю. Ай, ну, А нашей дочери. Женя. Женя, ага. день рождения, да? Ага, Да. 47 лет. Ой-ё. Тепленький. Я на Скинный. дизайн так нюхан. Мама, я прям урок только пакетик рабочий. Ну, как бы пенсию я оформляю, а? Пенсию надо оформлять. Документы все. А что так рано? Да, через 3 года у меня там. Лариса, нам сейчас налево, да? Да, налево. Вон налево. А, к тому зданию, где Налево. музыкальная школа, да? Только налево. Ага, тут на юге. Налево. Это мне Рита Денискина на работе. Опять налево ходила? Сейчас не можно. Сейчас не можно. Все время шутит. Смотри у меня. Ай. Блюди девичью гордость. Сегодня что-то Гермашов мне звонился, он как себя чувствует, кто знает, а? Тут он, говорят, болел. Не в курсе. Второй подъезд. Ага. Здесь встал. Тоже и Саша, да? Ага. Ручки. И Шашанте. Шашанте. И, готовнее. Ага, и. Благодарю, Ларис. Пока. Нравится порода собак, лабрадоры. Такие у них ласковые, такие бессловные. Давай вам, да? Галь, Ага, эй, Галина, куда вас? давай давай вам. вам. Хорошо. Слушай, прокатимся. Давно твоей вами не было, вроде рядышком. Там дома покрасили же.
Правда, такой блеклый цвет, хотелось бы поярче, конечно. Это же у Гайфулина там это взорвалось в квартире, помнишь? Да. Я что там у тебя? А, ты слышал, как я прославился? Я чего? А вот взрыв в квартире. Я что ж там у тебя взорвалось? Бойлер! Я слушай, ну бойлер так не сносит крыши. Что ты меня обманываешь, говорю? Ну потом я слышал, как там строители газ оставили, которые крыши делали. И баллон какой-то подтравливал и взорвался. Ничего себе. Бойлер взорвался. Аж на вот такие вот глыбы напротив дома, вот мы живем. Мне попали Вот это да. в спальной комнате две. А что-то я его не вижу, он не уехал к квартире. Все время попадался. Буквально где-то за 1,5 часа окна поменяли. Сразу. Искандер. Послезавтра у нас еще репетиция. Да, ага. Ну, видно, что тяжеловато урок шел. Да, поэтому рановато, конечно. Ну, немножко вот вторая часть, конечно, сложновато. Вот, поэтому я и предложил, чтобы профессионалы уже сбор делали этой части. Потому что я, например, не сразу сообразил, что это действительно там подлежащие глаголы. Ну, понятно, что гораздо проще, быстро это разобралась Антонина. Ну да. Профессионально. Да. Чтобы не споткнуться вот на этом месте, урок-то хороший. Ну, мальчишка меня поразил, молодец. Главное, руку тянет, молодец такой. Ой, как он видишь. Нормально, сказывается, что сколько хватит. О, какой старый дом вот этот вот. А дом культуры тот же, да? Да. А Это- его когда покрасят? А это что такое новое? Нам направо или дальше? Дальше. Вот этот дом, который с балконами около дороги. Отсюда второй подъезд. А это этого Девяткина. Володя дом. А, его личный, да? Да. Ну, пенер, как. А подъезд с той стороны, со двора? Да, со двора, вот и как машины стоят. Что потом не там где можно выехать. И Ну, мы, если что, развернемся. мостиковский. Вообще, Саша, за неделю, да, надо будет да? На За полдень, неделю лучше за 2. Да? За 2, хорошо. Уже. Ага. Ну, давайте. А там Спасибо. Я готовить. Спасибо, всего Привет. доброго. Эй. Завтра будут репетицию делать. А завтра и уже чистовой вариант сделать. И готовить уже Антонину.
съезда как процесс. Это же надо оставлять. А это же история. Конечно, это надо. Я даже обновил бы тут. Согласен. Это же интересно. Чистовик, отлично. Там праздник, может 10-го нужно репетицию, да? Следующую. Ну, посмотрим. Посоветуемся. Я сегодня полчаса устал. Ну так на рыбалку же хочется. Ну да, приходится идти на... Завел на 3:30, но 10:04 я проснулся. Вот. И так вот, состояние такое полусонное. Будильник звенел, я подскочил сразу же. А не спеша, я не люблю, когда резерв времени есть. Чтобы не спеша все делать, ничего не забыть. Мальчишка молодец, а? Он меня прям покорил. Умница. Вот Анне с ним нужно дома больше говорить на Чукотском. Когда он схватывает быстро. Вот, умный мальчишка. Мы с Анной в Африку ездили. В Африку? Да. Ага. На международный фестиваль молодежи. О, ничего себе. Да. А я возил их, с ними ездил на Аляску, в Борову, на праздник аляскинский Кигвик. Там собираются все ансамбли аляские. Она была в составе ансамбля Чукотка, вот которым это Кузьмин руководил-то раньше. Да. Они там на лопатки положили своего после первого выступления своего. Там все шокированы были. Особенно ее горловое пение вообще всех напрочь убило. И уже завершился праздник, значит, все ансамбли делают проходку. Там, ну, идут ансамбли аляскинские, и там, значит, бубен хлопают. Так, редко-редко, так, негромко. Но когда наши появились, весь зал, там такой грохот стоял. От грохота бубнов, от яраров. Здорово. Ага. А потом тоже один праздник я присутствовал в Анкоридже, и там выступали алиуты. Я удивился. Мелодии лоринских жителей. Прям вот музыка, мелодии, прям откуда не взяли это все. Я еще думаю, ничего себе, это же лоринцы были.
решил. Ребята хорошие. Печально это слышать. Да. С женой моей дружбы. Саш, спасибо тебе. И вам, До Михаил завтра. Антонович. Вадим, привет. Хорошо, благодарю. Ой, шапка высокая. Мгм. Съездим на заправочку, проверим, поднялись цены или нет. Гора Верблюшка. Одно время с этой горы брали скальный грунт для постройки города. Справа гаражи автобусов города Анадыря. Что, 92-й бензин стоит 60 рублей, 95-й 63, а дизельное топливо 62 рубля.
прямо водоочистная станция города Анадырь. Слева газомоторная станция. Ну а прямо Анадырская ТЭЦ. Добро пожаловать домой. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, до новых встреч.